учителя. А я вспоминаю, как я поступил в консерваторию. Мне было тогда 19 лет. И первое, что мне сказали, показали на графизе, и говорят, вот он у нас самый лучший студент, самый лучший певец. Графиз тогда закончил 2 курса подготовительные, и то, в общем, мы с ним вместе учились. Вместе учились в консерватории. И как-то по жизни так получилось, что шли рядом. Ездили на конкурс имени Глинки в Тбилиси. Перед 3-м туром, я помню, Хафиз говорит мне, надо купить мясо, приготовить сорпа, выпить, чтобы у нас было силы на 3-й тур. Мы пошли в магазин, купили мясо, он договорился в ресторане, приготовили нам, ну, бешбармака не было, но сорпа с мясом хорошенько навернули. И приехали оттуда с хорошими успехами. Я помню, как к нам в консерваторию пришел Байгали Досумжанов, наш режиссер, великий певец, и выбрал нас с Хафизом в театр, в оперный театр, в стажерскую группу. И вот мы с Хафизом вместе стажировались. Я тогда пел трактирщика в опере «Золотой ключик», а он Карабаса-Барабаса. Вот. А затем уже, конечно же, по жизни шли рядом. Я вспоминаю, так близко, как с Хафизом, я ни с кем не общался. Это мой близкий, душевный друг. Опера Абай. Я Айдар, он Абай. Евгений Онегин, я Ленский, он Онегин. Травиата, он отец Жермон, я Альфред. А сколько было концертов? Я сейчас могу очень много вспоминать интересных случаев, связанных с Хафизом. И не обязательно общаться каждый день, видеть друг друга. Это не означает, что ты друг. Можно не видеть человека годами, но когда ты встречаешь его, ты всегда рад ему. Вот такие встречи у нас с Хафизом всегда были. Мы были рады друг другу, потому что нас связывала наша молодость, нас связывало искусство. Сегодня очень трагичный день, большая утрата для всего казахского искусства. Я хочу выразить соболезнования. Вы до последнего момента жизни Хафиза были рядом с ним. Лучшие годы моей жизни не только в искусстве, но и просто. Иманды болсын, жатқан жері жайлы болсын, топырақ торқа болсын.